Добрый день, дорогие телезрители! Программа «Подворье» приветствует вас. Мы работаем в прямом эфире, и, как всегда, наша программа посвящена тому, как проходит жизнь у многих людей на своих дачных участках и приусадебных хозяйствах. Сегодня мы приехали в гости к одной замечательной девушке. Человек творческий, основала свою студию. Ну и, конечно, все это творчество проявляется у нее и в повседневной домашней жизни. Она уже ждет нас. Пройдемте. Здравствуйте, знакомьтесь, дорогие телезрители, Юлиана Ким. Многие ее знают в городе. Она у нас основатель творческой студии, человек, который творит руками, созидает. И замечательно гостеприимная у нас Юлиана. Юлиана, здравствуй. Здравствуй, Даша. Я очень рада тебя видеть. Спасибо, дорогая. Ну, давай, у нас очень красивый большой участок, и здесь много твоих работ. Давай не будем медлить и пройдем. Пожалуйста. Ага. Давайте начнем со скамьи, которую я делала около 10 лет назад. Это то время, когда я увлеклась декупажем. Научилась это делать, и как раз вот мы купили новую мебель на дачу, и у меня было очень много времени для творчества. Я сидела по уходу за ребенком. И вот эта первая скамейка моя, которую я украсила, да, она была простая, деревянная. Я нанесла грунт, далее белую краску. И вот это вот посередине, это у нас салфетка. Я от нее уже отталкивалась. И вот от нее пошла вот такая морская тема. Потом впоследствии, я вам позже покажу, у нас на веранде все в такой морской теме, да, и зеркала, там, и полочки. И от нее уже, от этой салфетки я начала уже рисовать вот этот вот красивый рисунок. Юлиан, подскажи, пожалуйста, ну вот ты говоришь, 10 лет назад практически ты, значит, так украсила эту скамью. Ну, она, наверное, желтеет со временем, все-таки на улице стоит. Смотрите, она стоит на улице, абсолютно с ней ничего не происходит. Ну, мы ее периодически переставляем то домой, то на улицу, ну, если солнечная погода, да. Она очень хорошо нам служит, и когда гости приходят, и за столом. Так, а тогда какую краску же надо использовать, чтобы она вот не пожелтела? Потому что, мне кажется, это одна из самых главных проблем при вот обычная декоре, да? акриловая краска, вот именно по дереву, да, она продается на строительном рынке. Ну, я думаю, залог успеха это, наверное, то, что я ее покрыла лаком, да, и он защищает дерево, и, соответственно, краска не желтеет, несмотря на солнце, на дожди и вот так далее. Здесь на вот подлокотниках это же все тоже декупаж, вот, да? это вот салфетка идет, а вот тут уже я дальше дорисовала. Да. Вот так вот, да? Ну, про декупаж можно говорить часами, да, это твое такое очень любимое дело, да? Декупаж – это такая техника, которая позволяет украсить какой-то предмет при помощи обычной салфетки. Вот салфетки, которые вот мы используем на праздники. Да. То есть рисунок переносится на поверхность и фиксируется, а дальше ты уже… Да, воля фантазии. Отлично. Вот уж сюда потом еще приклеила ракушки, которые привезла с Геленджика, с морского берега. И вот такая получилась у вас зона уютненькая такая, отдыха, да, скамеечка. Да? Так, движемся дальше. Здесь у нас уже такие очень забавные тут уже у нас вещи. Леди, мадам или как леди и джентльмен. Именно вот эта пара, да, это символизирует то, что счастье в семье, да, то, что вот они не по одному стоят, а именно вместе. Вот. Это обыкновенные пластиковые бочки. Обыкновенные пластиковые синие бочки для воды, для полива цветов. И захотелось вот сделать что-то вот такое красивое, да, потому что, во-первых, их было две, ну, соответственно, родилась такая идея сделать мальчика и девочку. Здесь я использовала тоже грунт обычный, но рекомендую использовать именно грунт для работы с пластиковыми изделиями, потому что все равно со временем где-то что-то там заденешь, и краска отходит. Но, в принципе, год она вот стоит здесь и зимой, и летом, ну, нормально, я думаю, да? То есть грунт и потом краска. Грунт, потом также акриловая краска и также акриловый лак. Ну, а вот то, что цветные элементы, это обычные акриловые краски, которые продаются в магазинах для хобби. Вот так вот, да? Хорошо, движемся далее. Так, пройдемте дальше. Тут у нас вот камушки, как раз я их тоже, когда в пору ведения города женщин, я их покрасила. Значит, берутся обычные камни, они отмываются от грязи, от песка. Здесь грунт я не наносила, нанесла белую краску и цветную краску. Почему нельзя цветную краску сразу наносить? Потому что она будет
будет бледная. А так она яркая за счет того, что нижний слой белый, да. И вот разные персонажи можно нарисовать. Пчелка, божья коровка, земляничка, я не знаю, там. И вот так вот выложить ими, да, Да. что-то, вот, допустим, тот же, Да. у вас вот такая фотозона, и детям есть чем заняться, да, в принципе, Да, такое да, да. развлечение. Я детей, кстати, к этому привлекала. Мне младший сын помогал это делать, да. Ну, пойдемте дальше, проходим. Да. Тут у нас, значит, смотрите, у мамы была мечта сделать прудик на даче. Мы сделали такой искусственный прудик, использовали шину старую, да, автомобильную, разрезали ее, постелили полиэтиленовый пакет, налили туда воду, посыпали камушками, которые продаются в магазинах, где рыбки, там, ну, в зоомагазинах, да, и туда поместили искусственные водоросли. Так, это все искусственно. Да, это все искусственно, поэтому она не цветет. Периодически, конечно, мы заливаем свежую воду, да, чтобы там каких-то там не было мелочей, которые вот сыпятся с дерева, иголки там То и так есть далее. все просто. Это обыкновенная шина, Да, которую вы разрезали пополам, да. и все. А вот что ты положила на дно, чтобы вода-то не уходила туда? Полиэтиленовый пакет. А, вот все, да, вот этот полиэтиленовый он держит пакет. воду. И, соответственно, тоже вот так вот в голубом стиле так украсили по бокам. Все это обычные камушки покрашенные, также акриловой Вот краской. так вот, видите, все гениально просто. Да. Хотите пруд дома? Ничего сложного в этом нет. Как раз мама была в отъезде, и я поскорее быстренько там между работой, между домом приезжала сюда и по вечерам красила, и успела к ее приезду. Она вот приехала и очень удивилась. Вот так вот, пруд Да. готов своими руками. Ну и давай посмотрим основные твои Инструменты, материалы. для творчества. Что Ну вот использовать? смотрите, вот эта вот краска, да, называется она казачка. Краска для радиаторов отопления, то есть ей можно красить и железо, и дерево. Мгм. Дальше, вот этот у нас идет грунт такой, можно использовать обычный акриловый. Мгм. Ага. И в конце у нас идет лак, соответственно, также акриловый. Обязательно, да? Да. Ну и те самые орудия труда. Да. Чем ты все это дело Вот смотрите, творишь? это шлифовальная губка, которую я сначала обрабатываю, Дерево. дерево, да. И далее у нас идет, это ролик, им красим большие места, да, поверхности. И, соответственно, там, где есть какие-то выемки, маленькой кисточкой красим. Мгм. Вот. Вот так, все просто. Буквально 3 элемента, да? 2-3 орудия Инструмента. инструмента и вперед. Да. Вперед творить красоту. Ну и пойдем еще посмотрим, что можно еще сделать вот своими руками совсем буквально за пару часов, да? Да. Вот здесь у нас, посмотрите, Посмотрите, да, вот подставки эти для вот- цветов. Да, вот эти полочки для цветов, это сделал мой папа. Использовал обычные обручи, они были разноцветные, синий, красный. Ну и, соответственно, полки, они были тоже деревянные, обычные, по-моему, даже старые, да. Я их покрасила, ничего не шлифовала, ничего не грунтовала, покрасила белой краской обычное дерево и покрасила именно вот краской по металлу вот эти вот обручи. То есть Вот. металлические, обратите внимание, не пластиковые Да, обручи. Пластиковые не выдержат. Да, Ну и вот ножички сделали, да, такие? да, да, да. Ну, Все это просто прикрутили. красиво, так она такая воздушная. Тут еще можно внизу тоже что-то поставить. И она очень украшает нашу дачу. А вот горшки просто вот так съемные вставили? Да, да, да. Все понятно. Дальше у нас вот такой вот домик. Он у нас сделан был для белочки. Она периодически, видите, тут семечки, да, рассыпаны, шелуха. Она периодически, даже она вот тут где-то, я слышу ее, она тут где-то прыгает, приходит сюда, кушает и очень довольна. И еще и обижается, что мы сюда вот каждый день ей не сыпем семечки. То есть вот так вот, еще и животных кормим Да. здесь, да? Да, пойдемте Ну, а дальше. теперь к произведению искусства, Да, дорогие друзья. это вот моя гордость. Мгм. Это велосипед, он сделан в таком французском уличном стиле. Опять-таки же, это мамина мечта. Я долго уговаривала тетю. Она говорила, что у нее есть велосипед старый, не на ходу, да? Но сомневалась, отдать, не отдать. Все-таки жалко. Вот. Все-таки мы ее уговорили. И я покрасила его полностью в белый цвет. Сначала я нанесла грунт
Далее акриловая краска, опять-таки же та же самая, да, по металлу которая. И, соответственно, залакировала все это лаком. Но тут есть одно примечание, то, что вот я сначала купила баллончик. Хотела вот себе упростить. Я и хотела работу. спросить, это же вот каждую спицу Да, прокрашивать да, кисточкой не да, очень-то удобно. да. И думаю, наверное, все-таки взяла баллон и вот все вот закрасила. Я думала, я себе облегчу работу, покрашу себе баллончиком, но как только я вот половину велосипеда покрасила, у меня баллончик закончился. Я поняла, что это очень невыгодно, потому что он дорого стоит. И решила сделать это решила покрасить обычной акриловой краской, продолжить, но это было, конечно, сложно. Я нанесла где-то слоев 5, наверное, потому что краска почему-то вот я ее наносила, и на следующий день она желтела. Я опять на следующий день наношу белую краску, она опять желтеет. Но все равно я добилась этого идеального чисто белого цвета, и получилась вот такая красивая инсталляция. Мама вот повесила сюда эти красивые цветочки, которые вот так вот растут вниз. Очень богато, красиво смотрится. Подвязали все это к дереву, чтобы она не падала, да, и украсили вот так вот внизу галькой, камушками, которые, наверное, на будущий год я их тоже покрашу. Будет у меня такое прекрасное поле для деятельности. То есть вот здесь, обратите внимание, да, дорогие друзья, в принципе, велосипеды старые есть, мне кажется, практически в каждой семье, да. Но для того, чтобы вот сделать из старого велосипеда произведение искусства, нужно запомнить вот про ту самую желтизну, которая постоянно появляется, да? Да. Тут нужно именно кропотливая работа нужна. Да. Ты сколько слоев еще раз нанесла здесь? Слоев 5 точно. Слоев 5. То есть это не так легко добиться того самого результата. И, конечно, все нужно будет покрывать лаком обязательно. Да, но это в конце. Это как защита от дождя, от солнца и так далее. Ну что, пойдемте дальше? Пойдемте. Да, пойдемте в беседку. Я хочу вам показать именно те изделия, которые я делала для дачи, для дома. Пойдемте. Тоже своими руками все, да? Да, тоже все своими руками. Отталкиваясь от... проходи, Даша. Отталкиваясь от скамейки, от морской темы, мы пошли дальше. Да? Давайте сначала я их покажу. Ну вот у меня была такая заготовка для часов. Я ее украсила в таком морской теме тоже. Это все раскрашено тоже руками или декупажем? Да, вот смотрите, вот это салфетка, трафарет, который вот для кексиков продается, для сервировки, да? А вот это вот вырезанные элементы из салфетки. То есть это очень просто, в принципе, да? Да, салфетка, там у нее 3 слоя, снимаются 2 слоя, и остается один яркий слой, который впоследствии можно приклеить на поверхность при помощи клея ПВА, разведенного с водой, там, потому что клей ПВА, он немножко такая консистенция у него густая, и поэтому немножечко, чуть-чуть капельку воды туда стоит добавить. Ну и дальше тут у нас такая вот шкатулочка для хранения различных ракушек, соответственно, вот зеркало, подставочка для ручек, карандашей. Это все тоже вот по той и самой... ключница. Вот. Это все вот в морской теме, это все у нас вот на веранде, да, висит. Далее у нас идет... ну и вот эти полочки. Далее у нас идет кухня, перемещаемся на кухню. Тут у нас, значит, вот такая подставочка для кухонного полотенца, подставочка для, значит, поварешек, часы и хлебница. Хлебница, кстати, была старая. Я ее переделала, немножко ее пошкурила, нанесла грунт. Вот эта хлебница, краска, да, у вас? Да, и здесь, обратите внимание, здесь использована уже декупажная карта. Что? Декупажная карта. Она немножко плотнее, чем обычная салфетка. Салфетка же, она такая тоненькая, рвется, и когда ее наклеиваешь, видны немножечко такие складочки, да? А декупажная карта, она ложится ровным слоем, прям вот идеально. И таким образом я украсила вот хлебницу. Да, то есть все-таки, если говорить о вот той самой системе декупажа, то, в принципе, лучше брать уже ту самую карту, потому что она ярче и насыщеннее, да? Ну, для начинающих, да. Хорошо. Для начинающих. А, в принципе, можно и работать по салфеткам, да? Да. Вот здесь тоже произведение практически искусства. Глядите,
очень яркое, все такое. Это то же самое. Да, это вот одна единая салфетка. Эффект такой, как будто я нарисовала эти бутоны сама, да, но на самом деле это одна цельная салфетка. Декупаж же можно клеить и салфеточки и разные мотивы из разных салфеточек подбирать, да, а это вот именно единое. И еще один лайфхак хочу сказать, если будете делать декупаж, когда будете приклеивать салфетку, на нее сверху поместите обычный файл, вот такой в офисе, который мы используем. Для чего? Для того, чтобы разровнять салфетку вот от середины к краям, и тогда будет меньше морщинок, и салфетка приклеится ровно. Вот такой, да? Да. Так, ну я думаю, многие телезрители знают, да, что такое декупаж, но никто не знает вот таких мелких нюансов, да? То есть обязательно ПВА мы разбавляем водичкой. С водой, да. Водичкой, и вот этот лайфхак вместе с файлом, да? Да. Давай посмотрим на вот здесь табуреточку. Да, ну это простая табуреточка, да? Икеевская табуреточка деревянная, да? Да, превратилась во что она у нас? Вот такой французский стиль тоже. Она превратилась в вот такой, ну, не знаю, красивое произведение искусства вместе с цветами. Цветы тут те же самые, что я использовала для часов, салфетка, да? Но здесь я вырезала именно мотивы, отдельные цветы и приклеила их по отдельности. То есть декупаж, по сути, да, это такая, знаете, палочка-выручалочка для тех, кто не умеет рисовать, правильно, Юлиана? Да, совершенно То есть верно. рисовать, вот я, например, практически вообще не умею рисовать, то есть для меня вырезать я еще смогу, наверное, там много ума не надо, да? Вырезаешь, приклеиваешь, и тем самым такое ощущение, как будто бы и творчеством занимаешься, да, имеешь к этому какой-то, да? Вот, а это что? Ну, а это вот необычная такая для меня досочка, которую я вот как раз-таки, когда проходила курсы по декупажу, нас там учили вырезать по дереву. Я вот сначала нарисовала эту бабочку, а потом уже я ее вырезала. Вот так, специальными инструментами, но больше я к этому не возвращалась, потому что это очень сложно. Но, в принципе, очень красиво смотрится, да, необычно. Ну и если вы хотите также украсить свои табуреточки, достаточно приклеить сюда один какой-нибудь красивый мотив. Вот у меня в данном случае бабочка, и табуреточку уже заиграет красками уже. Такая вроде бы маленький нюанс, да, а совершенно уже по-другому смотрится та самая простая деревянная табуреточка. И еще я здесь вот немножко сверху прошлась кисточкой вот именно по тем цветам, да, которые на бабочке нанесены. И эффект такой, как будто я их сама нарисовала. Вот здесь, я смотрю, стоит прям арт-объект. Да, он меня ждет. Я хочу его переделать. Я сейчас как раз занялась переделкой мебели. Это очень увлекательное занятие. Я рекомендую всем не выбрасывать старую мебель. Ее можно переделать. Сейчас, тем более, продаются такие замечательные краски. Они такие большой выбор цветов. То есть, если раньше мы покупали белую краску, перемешивали ее с кулером и думали, гадали, какой же у нас цвет получится, да? То сейчас можно выбрать это все в магазине, и тебе консультанты подберут, и что-то можно скомбинировать. Я хочу ее покрасить, вот именно сделать ее тоже в таком же стиле, как и табуреточка. Вот такой, да. С цветами. Да, даже, может быть, тоже сделаю здесь декупаж, приклею какие-нибудь салфеточки красивые. И, ну, сейчас вот она выглядит как обычная стенка, да, которая стоит у каждого в доме. Но после переделки, соответственно, она будет индивидуальной, такой особенной. А вот советы, если все-таки есть такой объект в доме у людей, вот стоит он, для начала с чего начинаем там мы? Как снять вот этот слой лака, краски? Да, если мебель старая, если краска нуждается в том, чтобы ее снять, то, соответственно, ее, конечно, снимают. Специальный строительный фен покупают, его нагревают, потом, значит, этим снимают. Шпателем. Да, шпателем снимают. Но здесь краска, мебель, хотя она и старая, ну, ей около 20 лет, да, но она отлично сохранилась. Здесь ничего снимать не надо. Достаточно отшкурить до матовости, затем нанести грунт, затем нанести 2 слоя краски. Некоторые краски уже содержат в себе лак, поэтому лаком дополнительно покрывать не нужно. Есть такие также краски, упрощает работу, да. И, соответственно, буквально за 2 дня, то есть нужно будет между слоями дать подсохнуть краски, да, примерно 1 день, ну, сутки, да, чтобы лучшее сцепление было. И
месяц можно ей пользоваться аккуратно, ну, то есть не задевая ее, потому что краска, она впитывается, и потом можно спокойно ей пользоваться. Вот так вот. Ну, И то есть... можно еще, что очень важно, можно еще поменять фурнитуру, я забыла сказать. Да, если вам вот поднадоела фурнитура, либо она вот уже пришла в непригодность, можно купить красивую фурнитуру. Сейчас различный выбор фурнитуры продается, и она вообще будет совсем по-другому выглядеть. Вот так вот, да? Ну, то есть у тебя есть чем заняться в ближайшее время, да? Да. Хорошо, ну, давай поговорим все-таки немножечко о твоей творческой жизни. Вот с какого возраста у тебя появилось вот это желание постоянно творить, все переделывать, перекрашивать? Да. Ну, сначала тяга к рукоделию у меня появилась в детстве, когда я училась в старших классах школы, я делала фенечки из бисера. Я их даже продавала, тем самым зарабатывала себе на жвачки, на соки. Вот. А потом это у меня творчество куда-то вот ушло в сторону, я вышла замуж, у меня родился ребенок. И вот уже когда родился второй ребенок, я сидела в отпуске по уходу за ребенком, прошла вот эти курсы по декупажу в Институте современного искусства. Они буквально были неделю, может, не 10, да? Нас различным техникам там учили. И все. Мы как раз вот сделали ремонт и купили вот эти вот все скамейки, табуреточки, полочки, да. А творчество — это же такой процесс, когда вот ты что-то начнешь делать одно, и все, и тебя затягивается, тебе хочется больше, больше что-то делать, творить, тем более видя, как радуются твои близкие, как они счастливы, хочется делать еще больше и больше, радовать своих родных и близких. Вот. Ну и потом... Ну откуда ты вообще берешь то самое творческое вдохновение? Кто твой, может быть, вдохновитель, либо муза, может, да, кто тебя? Это вот мои родные, близкие, родители, мама, папа, муж. Ну, самый главный мой вдохновитель — это моя мама, потому что она мне подает, она генератор идеи, она мне подает какую-то идею и говорит: вот я мечтаю сделать инсталляцию на даче, там, велосипед, и все. И мне хочется маму порадовать, и я сразу уже думаю, что мне, какие материалы купить, как мне эту идею реализовать. И, соответственно, приступаю. И вот это вот меня так вдохновляет, так меня заряжает, что я не откладываю на в долгий ящик, сразу покупаю на следующий день материалы и сразу же приезжаю на дачу и начинаю творить. Ага. Вот. То есть мамочка у тебя, да, такая муза. Юлиана, а вот скажи, сегодня ты являешься основателем творческой студии, и много ребятишек обучается именно у тебя твоему вот мастерству, да? Скажи честно, больше всего детям вот среднего звена, да, школьного возраста, что нравится больше всего? Вот если взять... Ты же там и вышивание разные у тебя, и вязание, и тот самый декупаж. Дети к чему современные? Дети к чему проявляют интерес? Ну вот смотри, ко мне ходят дети разных возрастов, да, от 6 лет и там до 15-16 лет, пока есть тяга к творчеству, да. Больше всего детям нравится именно красить, работать с красками. Они прям вот, иногда я им даю задание нарисовать что-то определенное, да, а иногда я им даю волю фантазии, и тогда вот они начинают вот ни на что не отвлекаются, там, полностью погружаются в творческий процесс и что-то свое вот рисуют интересное. Мне вот это очень нравится. А так, в принципе, кроме декупажа, ну, вот раньше я вот мастер-классы только по декупажу делала. Потом мне одна родительница обратилась и говорит: я вот хочу ребенка своего занять на лето. У вас есть какие-нибудь курсы, где бы вы смогли научить ребенка не только декупажу, но и вязанию, и другим техникам? И вот так у тебя появилась идея, да? Но у меня было много заготовок в том плане, что я 2 года вела передачу «Город женщин», рубрику «Фабрика идей», как вы помните, да? И я на эту рубрику делала каждый день разные поделки. Да. Вот. И у меня накопился такой внушительный список поделок. Разные техники. Это и бисероплетение, это и вязание крючком, вязание спицами. Работаем мы также с полимерной глиной, лепим различные украшения, брелки, магнитики, да. И вот тем самым
такие вот создались у меня курсы. Детишки Здорово. приходят. То есть ты сейчас уже передаешь свои навыки молодому Да, поколению. Да. Я считаю, что каждая девочка должна уметь и шить, и вязать, и в будущем она будущая будущая хозяйка очага. Да, Вот да, так вот. да. Юлиан, а вот честно, человек, который практически умеет все делать своими руками, чему хочешь научиться, возможно? Может, Вот мечта ты есть? знаешь, кажется, как будто бы, да, я все умею, но на Да. самом деле вот творческий человек, ему вот хочется узнавать каждый день новое, учиться чему-то новому. Мне кажется, я недостаточно все умею, мне хочется и то, и другое. Я хочу научиться вот именно гончарному искусству, делать вот из глины различные тарелочки. А, вот А так также я хочу научиться работать с эпоксидной смолой. Вот оно что. Да. Ну что, мы, конечно, желаем тебе обязательно научиться всему этому и пригласить нас в гости, потому что мы уверены Спасибо. тому, что у тебя это все получится. Дорогие друзья, если вы вдруг решите все-таки попробовать себя вот в таком творчестве, как декупаж, либо у вас есть вопросы к нашей Юлиане, пишите нам. Инстаграм у нас рабочий, задавайте свои вопросы. Также у нас есть WhatsApp номер. Ну а мы не прощаемся с вами, увидимся с вами завтра в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч! Bum 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 bum.